Время новостей на канале Абаза. В студии Марина Будба. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. В преддверии гражданского форума обсудили контуры будущих реформ. В Общественной палате прошла встреча с депутатами парламента первого созыва. Абхазская правозащитница, специалист по международным отношениям Эльчин Адзенба провела встречу со студентами в Госкомитете по репатриации. Работа по сохранению, изучению и публикации архивов Станислава Лакоба началась в Абхазии. Соответствующий указ подписал президент Бадра Гунба. Проект призван сохранить неопубликованные рукописи, письма и научные труды историка, государственного и общественного деятеля, а также предложить меры по увековечению его памяти. Координацию работы поручили Государственной комиссии под руководством вице-премьера Джансуха Нанба. В состав группы вошли руководители профильных министерств, общественные деятели, родственники ученого и ведущие ученые АГУ и Абхазского института гуманитарных исследований. В частности, в проекте примут участие министр культуры Дауркова, ректор АГУ Олег Угварами и сын историка Отто Лакоба. Комиссия должна представить Кабинету министров план публикации архивов и график мемориальных мероприятий до 7 апреля 2026 года. Правительство возьмет на себя финансовое и техническое сопровождение всех этапов реализации проекта. Абхазская правозащитница, специалист по международным отношениям Эльчин Адзенба провела встречу со студентами в Госкомитете по репатриации в Сухуми. Это первый визит Эльчин Адзенба в Абхазию после ее выступления на 18-й сессии форума ООН по вопросам меньшинств, где она говорила о нарушении прав граждан Абхазии. Эта речь сделала Эльчин Адзенба знаменитой. Программа ее визита в Абхазию очень насыщена. Многие хотят увидеть ее, поблагодарить, перенять опыт, и она с радостью идет навстречу. Репортаж Надежды Боровиковой. Today, I would like to draw the attention of the international community to the human rights violations faced by our relatives and loved ones in our homeland Abkhazia. Выступление Эльчин Адзенба на форуме ООН в конце 2025 года, где она говорила о нарушении прав жителей Абхазии, сделала уроженку Турции, абхазку по происхождению, знаменитой на ее исторической родине. Несколько дней назад она прибыла в Абхазию, и неожиданно для нее самой программа визита стала очень насыщенной. Эльчин Адзенба приглашают на встречи в разные города и организации. Многие хотят увидеть ее, поблагодарить, перенять опыт. Так, в Госкомитете по репатриации Эльчин Адзенба проводит воркшоп для студентов и молодых общественных деятелей, где рассказывает, что можно сделать, чтобы голос Абхазии зазвучал громче на мировой арене. Мало кто знает, но с 2013 по 2019 год Эльчин Адзенба жила в Абхазии и работала в Центре социально-экономических исследований под началом Олега Домения. Когда я впервые приехала в Абхазию, мне было где-то 16 лет. В Пицунде тогда проходил молодежный форум. Я была так впечатлена, испытала какие-то новые чувства от встречи с родиной. Я много слышала об Абхазии от родителей, но они сами здесь никогда не были. В тот приезд я решила, что хочу остаться тут жить, что мое место здесь, но из-за учебы мне пришлось вернуться в Турцию. И только после замужества в 2013 году мы с супругом переехали в Абхазию и прожили здесь 6 лет. Эльчин Адзенба – единственная дочь в семье. Все ее предки – абхазы по происхождению. В Турции она всегда была частью абхазской диаспоры, принимала участие в национальных мероприятиях и болела за судьбу исторической родины. В 2019 году Эльчин Адзенба вернулась в Турцию, чтобы поступить в аспирантуру и продолжить изучение международных отношений. Пандемия не позволила ей вернуться в Абхазию, и в рамках профессиональной деятельности Эльчин Адзенба присоединилась к группе активистов, которые занимаются защитой прав нацменьшинств на международном уровне, и так попала на трибуну ООН. В 2022 году я впервые попала на конференцию ООН в Австрии, и там обзавелась полезными контактами среди чиновников, дипломатов, членов некоммерческих организаций. В 2023 году я впервые выступила на форуме ООН по вопросам национальных меньшинств. Моя речь была посвящена морскому сообщению между Турцией и Абхазией. Так как это было первое выступление на таком уровне, я очень волновалась и не знала, как будут восприняты мои слова в Турции. Не поймут ли неправильно. Я боялась, но выступила. Все прошло хорошо. А последнее выступление в 2025 году далось не так легко. Я получала угрозы и много хейта от представителей Грузии.
Выступление Эльчина Адзенба стало популярным в интернете, и это вызвало дополнительную волну ненависти и угроз. Взломали ее соцсети, удалили исследования и наработки для кандидатской. Даже аналог турецких госуслуг не остался без внимания хакеров. Именно это давление и стимулирует Эльчин Адзенба продолжать то, что она делает. I was in Abkhazia at the summer. Я приезжала в Абхазию летом прошлого года, но после форума ООН мне захотелось приехать еще и поработать с местными молодыми людьми вопреки угрозам. Потому что, когда мне кто-то угрожает, я чувствую, не знаю, как объяснить, думаю, вы меня понимаете. Я хочу сделать наоборот. И вот я приехала, и, если честно, я в шоке от этого приема. Вчера я была в Гудауте и не ожидала такой любви и популярности. Когда меня привезли к музею, я увидела много людей и подумала, наверное, какое-то мероприятие проходит, поэтому нас и пригласили. У меня и в мыслях не было, что мероприятие – это я. Несмотря на то, что лекция Эльчина Адзенба проходит полностью на английском языке, желающих учиться у нее нашлось немало. Молодым людям важно, что она рассказывает о существующих механизмах и реальных способах продвижения Абхазии на международной арене. Мне было интересно с точки зрения, во-первых, практики английского, послушать лекцию полностью на английском языке, понять как я ориентируюсь в этом языке. Кроме того, узнать интересную информацию, так как я учусь на международных отношениях, соответственно, International Advocacy – это интересная для меня тема с точки зрения моей профессии. Так как воркшоп начался относительно недавно, но Эльчин уже успела произвести очень приятное впечатление. Я узнала о ней из интернета, так как она говорила об Абхазии на международном уровне. И было очень приятно, что выходцы из Абхазии не забывают о своей родине и пытаются говорить о нас и о том, что нас необходимо признать на разных международных площадках. Симпатия абхазской молодежи к Эльчин Адзенба взаимна. Не только студенты вдохновляются ее позицией и смелостью, но и она очень высоко оценивает способности и мотивацию молодых людей Абхазии. I have lots of students from different nationalities in Turkey, but У меня в Турции много студентов из разных стран, плюс я читаю лекции в европейских странах, так что знаю много национальностей и менталитетов, но молодые люди Абхазии правда удивительные. Они отличаются, они такие добрые, храбрые, и у них есть разум. Если выбирать правильный механизм, а наше занятие именно для этого, если найти своего рода заднюю дверь, конечно, наши студенты могут представлять свою нацию в ООН. Я верю, что мы сможем начать новую главу защиты прав абхазов в мире и вместе с молодыми людьми Абхазии сможем добиться многого. Эльчин Адзенба проведет в Абхазии еще несколько насыщенных встречами и событиями дней. Очевидно, что нынешний ее визит значительно отличается от предыдущих. И, возможно, именно благодарность и отношения людей, с которыми она встречается, даст ей мотивацию продолжать говорить о проблемах Абхазии с высоких трибун. Надежда Боровикова, Владимир Капуза, Абаза ТВ. Встреча со специалистом по международным отношениям Эльчина Адзенба, доцентом университета Аднана Мендереса, прошла в Общественной палате. На встрече присутствовали экс-министр иностранных дел Сергей Шамба, бывший спикер парламента Валерий Кварчи, секретарь Общественной палаты Гули Кичба, директор Центра стратегических исследований Олег Домения. Эльчина Адзенба поблагодарила членов Общественной палаты за теплый прием, а также выразила готовность участвовать в международной дипломатии на благо Абхазии. Она также акцентировала внимание на необходимости работы с молодежью и созидательной деятельности на благо Родины и ее народа. Накануне депутат Народного собрания Инар Гицба встретился в парламенте с правозащитницей нашей соотечественницей Эльчин Адзенба. Они обменялись мнениями по актуальным вопросам укрепления и продвижения объективного образа Республики Абхазия на международной арене, в стенах международных организаций, на многосторонних площадках в рамках использования инструментария межпарламентской культурной и общественной дипломатии. Подготовка к первому в истории Абхазии гражданскому форуму выходит на практический этап. В Общественной палате прошла встреча с депутатами первого созыва парламента, людьми, стоявшими у истоков современной государственности. Участники обсудили причины системного кризиса, возможные направления реформ и роль общественного диалога в поиске точек согласия. Репортаж Заура Кварча.
В Общественной палате Абхазии состоялась встреча с депутатами первого созыва Народного собрания, людьми, стоявшими у истока современной абхазской государственности и принимавшими участие в разработке действующей Конституции. Поводом для встречи стала подготовка к первому в истории страны гражданскому форуму «Диалог, согласие, развитие», которое пройдет 12 марта. Хабадураква, Хахзерхагаква, Апснахунткара, Ашата Зеркыз, Абрайхей Халатоп, Апсна Ауатва Палата, Аллахула Сурихзала, Бзила Шабит Хашахо. Проведение общественных форумов прямо предусмотрено законом об Общественной палате Абхазии не реже 1 раза в 3 года. Однако за все время существования этого института подобный форум в стране проводится впервые. Как отмечают участники встречи, импульсом к его организации стал политический кризис конца 2024 года, который вновь обнажил системные проблемы абхазского общества. Когда многие проблемы обнажились, но первый вопрос, который, так сказать, нас вживую, так сказать, волновал, это вопрос политическая нестабильность, которая спиралевидно повторяется каждые 5-4 года последние 15 лет. Ну, была создана рабочая группа для того, чтобы сделать какие-то предложения на этот счет, каким образом может быть достигнута политическая стабильность. Параллельно по ходу, так сказать, работы, конечно, выявились другие острейшие проблемы в нашем обществе. Гражданский форум по замыслу организаторов должен стать площадкой, где обсуждение возможных реформ получит общественную легитимность. В феврале подготовке форума будут предшествовать 3 круглых стола, посвященные демографическим вопросам, социально-экономическому развитию и реформе политической системы. Хара шуксики бжекейтвой тарта реформа конституционные хамуишти аважлары рыдахкалар хтахуишти парламент ашкаге хаштхет бихет би абснахада ишкай хаштхет ханс бас аважларат калана инартпан على شجرة مكان حالم شديد وبريزحنا قل مخالي بحي شلح زيبش زكون аважлар палата зехна закон Азакбан нагдо, аважлард форум и дахкалард хчазахши. В ходе встречи особое внимание было уделено реформе политической системы, теме, которая на протяжении десятилетий остается одной из ключевых во внутриполитической повестке Абхазии. То, что мы нуждаемся сегодня в поэтапной реформе политической системы, многие люди об этом говорят. Вот мы проезжали многие собрания в районах и городах, и мы видим, что люди понимают и говорят о том, что да, действительно Абхазия, наверное, подошла к такому моменту, где необходимо провести разумные поправки. Надо понимать, что и Конституция, как основной закон страны, да и любой закон, это не окаменелость и не застывшая какая-то конструкция. Если она не работает, она неэффективна и нестабильна, то она, конечно же, нуждается в определенных изменениях, в определенных проработках для того, чтобы она дала свой эффект. Потому что мы видим, что есть проблемы во многих сферах жизни. Скептический взгляд на возможность быстрых институциональных изменений озвучил Олег Домения. По его словам, простая смена механизмов не даст результата без внутренней трансформации общества и восстановления моральных ориентиров. Как бы не было больно осознавать это, мы загнали себя в такой угол, откуда мы выбраться не можем, не осознав себя из места, в котором мы оказались сегодня. Сергей Шамба призвал к более стерженным оценкам происходящего, отметив, что кризисные явления характерны сегодня для многих государств. Я согласен, что у нас по всем направлениям есть проблемы, но они есть везде, во всех странах проблемы есть. Но что это прям такой кризисный характер имеет, вот с этим я не могу согласиться. Мы должны все-таки учитывать реальность, в которой мы живем, в которой не только Абхазия сегодня находится. Ну, вот эти перманентные, мы говорим, происходившие у нас там перевороты. Ну,
Они происходят везде. Что, мы не видели в Америке, что происходило, или в России этого не было, или в Грузии это не происходит, и в других, тем более в молодых странах, которые только начинают процесс вот этот, осваивать новые формы, демократию. О важности консолидации всех здоровых сил общества говорил Валерий Кварча. Абри золотой парламент захзбок, аж кончо, десу дахкыл тип ери и хозяй зозус зрузавару ялдыр хозяй. Бусган айдглара харака напхгар зозуэдгларакун а партия жияч вот шахаман абсур яшта абсур зон згубулваз а партия закон кованаха убина хархна милата захаги карцон насария абхаза совет кара айфур хара зон референдум на прогоз бусган абхазабна хара насхмилат ячкаракун айдглара وعرى القى حمن زكي دحم كلر توروس مدير منو مبسنيفن خو دحم كلر حزياي зомс. Своей оценкой уроков прошлого и роли парламента в системе власти поделился и Валерий Курджуа. Мы тоже многие с чем не были согласны, там группа депутатов хотела более сбалансировать ветви власти, но сколько смогли, столько подошли. Был момент, вот, когда не принять Конституцию, то тогда нельзя было, даже на месяц ее оттягивать нельзя было. Мы приняли. Да, такое время было. Итоги встречи подвел член Общественной палаты, депутат парламента первого созыва Сократ Джинджоли. Когда затевали этот форум, никто не полагает в Общественной палате, что вот 12 марта, после того, как этот форум пройдет, абсолютно все изменится. И в новом свете, значит, все предстанет. Полагаем, что это начало большого разговора. Мы сегодня конкретно не рассматриваем никакой вопрос. Сегодня просто разговор шел о том, что вот по этим направлениям нужно что-то менять, нужно что-то делать, нужно какое-то решение принять. Участники встречи сошлись во мнении, что Абхазии необходим новый этап развития, основанный на диалоге, а не на конфронтации. Заур Кварча, Торник Амичба, Владимир Сильченко, Абазатовы. Политсовет партии ФНЯ распространил сегодня комментарий в СМИ. Политсовет партии считает, что в период президентства Аслана Бжания в его личных интересах была создана ложная картина о якобы существовании в Абхазии мощных прозападных сил. В Политсовете, понимая ответственность перед стратегическим партнером, надеялись, что Москва со временем разберется, где правда, а где политическая провокация. В большом интервью абхазским телеканалам первый заместитель главы администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко открыто признал, что в Абхазии нет антироссийских сил. В связи с чем в Политсовете партии ФНЯ задаются вопросом: если в стране не было и нет антироссийских настроений, почему чиновники, поддерживающие эти заявления и годами озвучивавшие подобные тезисы, до сих пор занимают высокие должности? Почему они продолжают вводить в заблуждение российских коллег, отравляя отношения между нашими странами и сея рознь внутри республики? Политсовет Форума народного единства Абхазии считает, что такие чиновники должны подать в отставку, поскольку они окончательно дискредитировали себя. Люди, которые откровенно лгали своему народу и нарушали традиционные нормы Апсуара, не имеют морального права оставаться во власти, говорится в комментарии Политсовета ФНЯ по ситуации с так называемыми политтехнологами. Конец цитаты. Информация Генпрокуратуры. Цвижба Гарри Адамурович объявлен в розыск. Как сообщалось ранее, прокуратурой города Сухум по результатам процессуальной проверки сообщения о преступлении по событиям, имевшим место 5 ноября 2025 года в офисе редакции газеты «Абхазский вестник», расположенном по адресу город Сухум, улица Абазинская, строение номер 36, в отношении граждан Российской Федерации Ревы, Тимофеева и Будыкина. 22 декабря 2025 года возбуждено уголовное дело по факту нарушения порядка финансирования избирательной кампании кандидатов в депутаты в органы местного самоуправления, то есть по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 137 и частью 5 статьи 32, частью 1 статьи 137 Уголовного кодекса Республики Абхазия.
В ходе предварительного расследования 3 февраля 2026 года прокуратурой города Сухум в розыск объявлен Цвижба Гарри Адамурович, а ранее оперативным службам было дано поручение об установлении полных демографических данных и личности лица под именем Медведев Владимир для его доставления в орган расследования и привлечения к уголовной ответственности. Информация правоохранителей: оружие и наркотики изъяли у россиянина, живущего в Лдза. В доме 42-летнего Дениса Денисова обнаружили банки с 87 граммами каннабиса, сообщили в МВД. Также был изъят карабин «Тигр» и 32 патрона к нему. Сам Денисов в момент задержания находился в состоянии наркотического опьянения. Возбуждено уголовное дело. Незаконное приобретение, хранение наркотических средств в особо крупном размере, незаконное приобретение, хранение огнестрельного оружия и боеприпасов вменяется гражданину Российской Федерации Денисову Денису Владимировичу, 1984 года рождения. В ходе обследования жилища по месту проживания последнего сотрудниками милиции обнаружены и изъяты 2 стеклянные банки с наркотическим средством каннабис, то есть марихуана, массой свыше 87 граммов, что установлено в результате проведенного исследования в экспертно-криминалистическом центре Министерства внутренних дел. Далее в одной из комнат обнаружены изъяты карабин «Тигр» с магазином, снаряженным 10 патронами, а также патроны в количестве 22 штук. Согласно справке эксперта, представленное на исследование оружие технически исправно и пригодно для производства выстрелов, а патроны являются боевыми. Сам же гражданин Денисов на момент задержания находился в состоянии наркотического опьянения каннабиоидами. В отношении Дениса Денисова по части 3 статьи 223 и части 1 статьи 217 Уголовного кодекса Республики возбуждено уголовное дело, по которому проводится расследование. Ветерана Великой Отечественной войны Евдокию Котлярову поздравили с 96-летием в Сухуме. Представители посольства России, Россотрудничества и Дома Москвы навестили именинницу, вручили ей цветы и подарки, а также зачитали поздравительный адрес. Мы преклоняемся перед вашей силой духа, мудростью и стойкостью. В этот знаменательный день позвольте от всей души пожелать вам крепкого здоровья, душевного спокойствия и тепла, благополучия и постоянной заботы со стороны родных, близких и всего нашего общества, говорится в поздравлении. Жизнь Евдокии Ефимовны неразрывно связана с Абхазией, куда она переехала еще в 5-летнем возрасте. Великая Отечественная война застала ее на Кубани, в гостях у дедушки. В те годы юная Евдокия помогала партизанам собирать важную информацию, и за этот вклад в общую победу она была признана участником войны. Сегодня ветерана окружена заботой близких и вниманием общественных организаций республики. Создание мастер-плана развития столицы обсудила рабочая группа под руководством главы администрации Сухума Тимура Аграба. Инициатором проекта выступил директор Ассоциации инвасодействия Алхаст Хагушев. На первом этапе встречи обсуждалось формирование рабочей группы для разработки мастер-плана, включающего анализ транспортных потоков в городе. Участники отметили, что с ростом числа автомобилей в ограниченном пространстве города в будущем может возникнуть транспортный коллапс. Тимур Аграба подчеркнул, что уже сейчас, в часы пик, наблюдаются пробки, и для их решения необходим комплексный подход. Локальные меры, такие как попытки разгрузки улицы Пушкина у школы номер 10, не принесли значительных результатов. Отмечено, что на стадии проектирования необходимо внедрять правила, которые предотвратят нарушение парковочных норм. Аграба отметил необходимость разработки эффективного мастер-плана с указанием выделенных полос для общественного транспорта и парковок, чтобы улучшить комфорт инфраструктуры для жителей и гостей столицы. Был обсужден список специалистов, которые могли бы войти в рабочую группу. Около 1500 саженцев самшита подготовили к посадке в Обнилось, рассказал спутник директор станции Виталий Лейба. В этом году мы посадили 2 парника площадью 15 квадратных метров на укоренении черенков и посеяли 2 парника. Всего под эту задачу у нас занято 8 парников, и сейчас есть около 1500 выращенных саженцев высотой в 30 сантиметров, сообщил он.
Питомник заложили более 5 лет назад. За это время вырастили примерно 7 тысяч саженцев. Работы проводятся вместе с экологической организацией Апсабара с целью возрождения самшита после появления огневки. В основном его покупают Рицинский нацпарк и Пицунда-Мюсерский заповедник. Также в питомнике выращивают каштаны. В прошлом году около 800 саженцев передали пчеловодам для увеличения объемов собираемого меда. Виталий Лейба рассказал, что этих деревьев в Абхазии становится все меньше из-за болезней и вредителей. Наш материал на Сочи-24. В теплицах научно-исследовательского института сельского хозяйства Академии наук Абхазии получили первый урожай тропических культур. В уникальной коллекции ученых десятки видов растений от папайи манго до сахарного тростника. Новости из Абхазии рассказывают наши коллеги с телеканала Сочи-24. В теплицах научно-исследовательского института сельского хозяйства Академии наук Абхазии получили первый урожай тропических культур. В уникальной коллекции ученых десятки видов растений от папайи и манго до сахарного тростника. Снаружи привычные субтропики, а внутри этой стеклянной оранжереи настоящие джунгли. В ней сельского хозяйства Академии наук Абхазии решились на смелый эксперимент доказать, что экзотика из супермаркетов может расти и созревать прямо здесь. И судя по первому урожаю, попытка оказалась успешная. Восстановить оранжерею удалось меньше года назад, благодаря частным инвесторам, которые поддержали инициативу абхазских ученых. В проект вложили более 12 миллионов рублей без привлечения государственных средств. Мы восстановили все субтропическое растениеводство, которое необходимо для Республики Абхазия. Это цитрусовые, это субтропические культуры, это новые культуры, как киви, хурма, фихуа, инжир. То есть то, что будет иметь экономическую эффективность для развития республики. Чтобы тропические культуры чувствовали себя как дома, в теплице создана особая микросистема, автоматическое проветривание, искусственный туман для поддержания влажности и подкронный полив. Главное отличие абхазских тропиков от импортных фруктов – естественное созревание и натуральный вкус. За райским садом ухаживает коллектив института. Директор с гордостью отмечает, что большую часть команды составляет молодежь. Для них это не просто работа, а живая научная лаборатория. Объявлен конкурс на соискание научной премии имени Георгия Дзидзария. Ее присуждают за достижения в гуманитарных и естественных науках, получивших широкое общественное признание, сообщает Минкульт Абхазии. На соискание могут выдвигаться авторские и коллективные монографии, многотомные издания устных и письменных источников, академических словарей, учебники для вузов. Все труды должны быть опубликованы не раньше 2023 года. Заявки принимаются до 1 июня 2026 года. Культурный анонс. 5 февраля в офисе абхазской диаспоры в Москве пройдет презентация новой книги Максима Гуреева «Даурзантария», книга, найденная в Сухуми, опубликованная в легендарной серии «Жизнь замечательных людей» издательства «Молодая гвардия». Выход этого издания имеет особое значение. Впервые в постсоветский период серия «Жазеэла» обращается к личности абхазского писателя, чье творчество стало важной частью культурного наследия Абхазии. Книга представляет собой глубокое биографическое и литературное исследование, основанное на архивных материалах, личных свидетельствах и авторском осмыслении эпохи. Исторически символично, что ранее в советское время в данной серии была издана книга, посвященная Дмитрию Гуле, основоположнику абхазской литературы. Тем самым новая публикация продолжает традицию внимательного и уважительного отношения к абхазскому культурному наследию. Музей истории города будет создан в Очимчире. Команда энтузиастов из Очимчира реализует проект многофункционального центра истории и творчества Очимчира Ашта. Пространство планируют сделать интерактивным. Посетители смогут рассматривать, перелистывать, слушать и даже вдыхать ароматы, погружаясь в атмосферу прошлого и настоящего. Главной целью своей миссии организаторы видят сохранение исчезающей истории Очимчиры. В команду Центра истории входят педагоги, художники, общественные деятели города. На данный момент найдено помещение для музея, оформляются необходимые юридические документы. О спорте. Абхазские кикбоксеры завоевали 8 медалей на соревнованиях в Краснодарском крае. В активе команды 3 золотые, 4 серебряные, 1 бронзовая награды.
Победителями соревнований стали Альберт Роганян, Лев Усов и Карен Кожемякин. Серебряные медали завоевали Кирилл Кожемякин, Давид Барциц, Сергей Калинджан и Арсен Налбандян. Бронзовую награду получил Давид Милитлян. Клуб «Солнечной моржи» Абхазии принял участие в фестивале «Черноморский драйв» моржей в Сочи. Мероприятие собрало любителей зимнего плавания из разных городов. Моржи должны были сдать норматив проплыть 200 метров вольным стилем. Руководитель абхазского клуба Танюта Фита рассказала, что с задачей справились все 9 пловцов из республики. По ее словам, в день заплыва температура воды достигала плюс 8 градусов. Был небольшой шторм. Плавание в таких условиях считается экстремальным. Фита добавила, что это был первый выезд клуба за пределы республики. Команда получила приглашение на Олимпиаду по зимнему плаванию, которая пройдет в Сочи в марте. А в завершении выпуска прогноз погоды. В среду, 4 февраля, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погоды. Ночью и до полудня временами дождь разной интенсивности и продолжительности. В предгорьях дождь со снегом, гроза. В горах ожидается снег. Атмосферное давление повышенное, нестабильное. Ветер слабо умеренный. Температура воздуха ночью плюс 1,6, днем 3,8. Температура морской воды плюс 9. Волнение морской воды слабо умеренное. Относительная влажность воздуха 60-90%. На этом у меня пока все. За развитием событий следите вместе с нами. До встречи!